Ну, тут, наверное, тяжело подобрать слова этой игры. Она, в принципе, была, наверное, можно так сказать, играла одна команда. Судя по счету, к сожалению, с первого тайма у нас игра не задалась, и, в принципе, конечно, такие сразу соперник нас не простил, забил голы, и очень сложно было, конечно, после 3-0 выйти, но мы, в принципе, достаточно качественно 15 минут хороших провели, где могли вернуться в игру, но, к сожалению, не исполнили. Сразу получили 4-й, где должны, конечно, были, я думаю, что даже не, в принципе, даже не один мяч забивать эти 15 минут. Ну, наверное, все, в принципе, стало в свои места, и соперник нас, как говорится, добил. И мы проиграли 6-0, но, в принципе, такой, что, конечно, хочется так, извиниться перед болельщиками, которые сюда приехали, вообще переживая за клуб, потому что таких у нас поражений еще не было. Сказать безвольно, наверное, так не скажу, потому что старались, ребята старались, но по какой-то сегодня, наверное, для нас один из самых таких неприятных дней по результату. Ну и, наверное, ошибка тренерская. Готовились к команде. Соперник достаточно качественный, хорошая команда квалифицированная, достаточно футболистов с большой обоймой, но, может, перегрузили информацией, и тренеры, наверное, довольно неправильно подвели команду Квере, раз такой счет. Вся лежит, считаю, поражение все-таки на тренерском штабе. Спасибо, Виталий Дмитриевич. Игорь Николаевич, ваш комментарий. Во всех отношениях провели сегодня неплохой матч, многое у нас получилось. Как раз сегодня или вчера день города, мы эту победу города посвящаем болельщикам. И, в общем-то, у нас потихонечку дела налаживаются. Ребята входят в строй, многое проявляется. В общем, я думаю, что какие-то моменты мы еще поправим, а так в целом последними играми этой, в частности, у меня нет повода быть недоволен и по рисунку игры, и по выполнению каких-то тактических задумок. Ну и много получилось в том плане, что все-таки сегодня был тот день, когда достаточно на высоком уровне была реализация моментов, чего не хватало в тех играх. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Николаевич, настрой команды, наверное, сегодня можно отметить. Так, бежалось по боевому, задорному. Повлияла ли на эту ситуацию после матча первого круга? Тогда прозвучали такие довольно острые высказывания. Ну, как-то специально готовились? Первый круг, наверное, специально не готовились, готовимся к любому сопернику. Соперник нам, вот что было в первом круге, ну, было и было. Мы победили в первом круге, победили во втором круге. Поэтому, конечно, ребята, и все читают, все там. По крайней мере, на этом мы не заостряли внимание, но вышли с очень хорошим настроем. Пожалуйста, еще вопрос. Насколько довольны вот сейчас коллективом Севастьяна в центре? Ну, они притираются, хотя они раньше играли. Ну, это квалифицированные футболисты, если они не выходят за какие-то рамки самодеятельности, то, в принципе, достаточно хорошая связка. Здесь у нас еще есть и Якимов, и Руди, где можно провести какую-то ротацию. Конечно, довольно, особенно Леша Легчинина после года, скажем так, непонятной ситуации в Бресте. Он очень быстро вошел в форму, ну, на Гродненский, в общем. Парень лидер по духу, поэтому пока нет оснований быть недовольными и ими, и командой. Еще вопрос. Виталий Ильич, вам вопрос. Если во втором круге перешла на схему с тремя центральными защитниками, но у команды сейчас серия поражений большая, но только эти защитники не менялись. После этого матча будут какие-то изменения в этом плане? Изменения могут быть везде, что сейчас я могу сказать. Надо
посмотреть игру, разобрать ее и потом уже решать, где будут изменения в тренерском, в игровом и так далее. Здесь сейчас после таких поражений